«Жемчужина России» – это яркое название многоэтапного автопутешествия. Впервые за несколько лет своего существования автопробег посетил Абхазию. На границе российских гостей встречали абхазские любители этого особого вида туризма. Цель автопутешествия – ознакомить гостей из России с культурой и традициями нашей республики. Автопоход стартовал. Первым делом было решено показать гостям горы. Один из популярных маршрутов для реализации этой цели, конечно же, дорога к Ауатхаре. По пути заглянули на озеро Рица и другие не менее красивые места. Наша съемочная группа проследовала с ними только до Гекского водопада. На второй день джиперы, как еще себя называют участники автопробега, прибыли в столицу. Гостей встречал глава Национального олимпийского комитета Валерий Ашба. Именно Национальный олимпийский комитет республики совместно с Департаментом молодежной политики Краснодарского края стали организаторами этого проекта. Судя по отзывам и эмоциям, автопутешественникам поход на Ауатхару, состоявшийся накануне, очень понравился. Это очень здорово, что существуют такие программы, которые позволяют увидеть нам, наших соседей. Здорово, что мы можем друг к другу приезжать в гости и видеть, какая у нас классная природа, какие хорошие люди. Нас здорово встретили. Мы посмотрели фантастически красивые места. Это очень здорово. Конечно, у нас таких красивых мест нет, как у вас. У вас все это гораздо масштабнее, больше, сочнее, колоритнее, скажем так. Море эмоций, это не передать словами. Это интересно. Вот это кто вот этим вот живет, это вот кто это любит, кто это понимает, это просто вообще непередаваемо. Напомним, что «Жемчужина России» – это клуб любителей автопутешествия. В него может войти любой желающий. Сегодня он объединяет сотни людей со всего Краснодарского края. В год джиперы совершают несколько путешествий. На майских праздниках были в Крыму, сегодня они в Абхазии. Значит, мы сделали специально серию походов выходного дня для того, чтобы людей познакомить с краем. Когда они 2 года поездили, они как бы уже из детских штанишков выросли. Мы сделали следующую ветку – соседи. То есть сейчас мы ходим к тем, кто от нас за забором. Это был Крым, это Абхазия. Поедем в Ростовскую область. А на следующий год уже будем делать поездки к тем, кто через улицу живет. То есть Чечня, Кабардино-Балкария, и дальше, Элиста. В Абхазию приехало более 30 машин. Приехали целыми семьями, как говорится, и старый млад. Мы регулярно
бываем в таких поездках. Мы объездили уже Краснодарский край. Сейчас приехали в Абхазию, очень рады, очень довольны. Маруся 2 года назад была у нас в Абхазии, мы были на Отхарах. Вот. И в этом году мы повторили этот свой маршрут. Я надеюсь, еще много хороших мест мы здесь увидим. Маруся, тебе понравилось? Мне вот очень понравилось озеро смотреть. Нам очень понравилось. Вот сейчас мы как бы вот Абхазию хотим показать людям, которые приехали с Краснодара, с Новороссийска, с Анапы и так далее. Мы хотим показать вашу страну именно вот как она есть. Вот. Ну, красоты, природу. Спасибо вам огромное просто в вашей стороне, потому что ребята все гостеприимные, они настолько нас встретили. Просто вот огромное спасибо. После подарков в виде футболок с надписью «Абхазия» продолжилась пешая экскурсия по городу. В рамках культурной программы гостей провели на репетицию государственного ансамбля народного танца «Кавказ». Ближе к вечеру все участники автопутешествия направились в Каман. Здесь, на берегу реки, раскинулся палаточный городок. После насыщенного дня пришло время ужина. Джиперы всегда, выезжая вот на такие фестивали, с собой берут все необходимое, чтобы быть автономной и не зависеть ни от кого. Ну, естественно, все стараются приобрести оборудование такое. Ну, это не только автомобиль, да, оборудованный полностью, но и вся туристическое снаряжение, которое есть. Но это полностью палатка, спальники, все средства, которые на приготовление пищи, ну и сама пища. Вот тоже автономно берется с таким расчетом, чтобы полностью на все дни, которые ты выезжаешь, обеспечить экипаж продуктами питания. Те же, кто освобожден от приготовления шашлыков и другой пищи, осваивают местную природу. Кто-то пеше, кто-то на квадроцикле. В общем, каждый занимается своим делом.
Идея проведения подобного фестиваля джиперов появилась давно. Местные любители внедорожных трофи-рейдов, не раз участвовавшие в российских соревнованиях, предложили своим друзьям приехать в Абхазию. Так зародилась эта идея. В этом году мы попробуем запланировать еще минимум один автопробег и уже развивать это направление, чтобы наши джиперы соседские с Краснодарского края, там кто приезжает с России, чтобы ездили к нам на наши соревнования, смотрели наши достопримечательности, наши места, не только море, как все отдыхающие ездят. Еще говорили нас соревнования отзывахом, когда сажали барцы обсны уже нас урстала хчали уср ход пснынди из амта котшгоп обсны шартоп виза смик вот урстала ажларым шарта за нас خرابخ урстала хануқо за хиз шахач кодш яхдыр воз хаздыр воз егер чезагна бас яхзайд сасраху обсны хабот хадра капсны бацрат шую машина проба брадлерин биаз чан бигурт ахедир бахед обсны гирт шутима отсавау. Данное мероприятие носит ознакомительный характер. В будущем же планируется проведение настоящих соревнований. Для этого нужно подготовить специальную трассу. Здесь говорю ус нак ицегихни ми фахгот усгуяна гот яхетела нис магана усака чаичка арата ус магана усака харга хаман шалара корача агис зигрила магана юмш иргоп ходавай хаз сгуяна гот отжги вот чаштехги магана раи вот чаштехоп янсо ван зицег хайчаби бицег хайбадаб дерга харга ицег хайд حيلاجب بس ويانا قلنا قناعة جيتي يربش زنيمي فحقة بس ويانا. Впрочем, без езды по бездорожью не обошлось. На третий день автопробега колонна направилась в Сухумский район. В выбранном для гонок месте бездорожья было столько, что проехать трассу без посторонней помощи смог не каждый автолюбитель.
заключительный день все участники автопробега собрались в городе Новый Афон. Перед тем, как разъехаться по домам, гости выразили местным организаторам благодарность и вручили им дипломы. Благополучно закончилось наше путешествие по этой благословенной земле. И пока мы еще не уехали на свою сторону, я хотел бы поблагодарить тех, кто помогал нам, кто делал здесь маршруты, кто готовил вам прием. Дади. Дади. Сережка. Иди сюда. Алкаш где? Эту его. Две благодарности отдали государственному ансамблю «Кавказ» Абхазии за то доставленное нам удовольствие, за их энергетику, за их драйв, и Национальному олимпийскому комитету Республики Абхазии мы им благодарности отдали. Теперь отдельно по экипажам. Экипаж 007, Джеймс и Бонды, Потапенко в полном составе. Экипаж Ващенко, аж целый, самый-самый у нас многочисленный. Семья Свириденко. Спасибо. Отдельную благодарность выразили государственной телерадиокомпании. Отдельная благодарность Абхазской государственной телерадиокомпании. Нас уже видели, ребята, вчера. Нужно поблагодарить ребят вот с абхазской стороны. Его все сказал. Нужно. Да, хочу сказать спасибо большое, что нас встретили, что нас так провели и показали нам Абхазию. Вообще мы очень рады. Спасибо вам, что вы приехали. Спасибо. И всем спасибо. Кого здесь нет? Я еще раз, наверное, от вашего лица выражу благодарность хозяевам этой благодатной земли, что они нас так вот с душой все это сделали. Подойдите, но имейте... Без всяких, просто по-человечески. Я думаю, от нас, от всех спасибо. Спасибо огромное. Мы тоже хотели бы поблагодарить особенно организаторов. Мы написали огромное. Ребята, вам огромное спасибо, кто приехал к нам. Мы всегда рады вас видеть здесь, в Абхазии. Спасибо огромное. На этом трехдневный автопробег завершился. Гости, набрав кучу прекрасных впечатлений о нашей стране, разъехались по домам. Хозяевам остается готовиться к следующим мероприятиям.